Представьте, как быстро изменится наша страна, если мы перестанем верить в этот ужасный бред, навеянный западными маркетологами, о том, что умеренное употребление алкоголя не вредно, и алкоголь – наша национальная традиция. Количество смертей в России сократится на 700 тысяч в год. Настолько же увеличится рождаемость. Будут предотвращены десятки тысяч тяжелых аварий и уголовных преступлений. Будут сохранены сотни тысяч семей. Дети перестанут становиться сиротами. Практически перестанут рождаться больные дети. Да и взрослые люди забудут про множество заболеваний и станут жить в десятки раз богаче. Здравствуйте, мы сегодня в гостях у Ивана Петровича Луцкого, в его больнице. Сначала мы поздравим Ивана Петровича с наградой. Спасибо большое. Вообще отношение ваше к алкоголю? Мое личное отношение, оно отрицательное. Объясню на простых фактах, которые есть и связаны с алкоголем. Надо понимать, что алкоголизм — это не проблема сугубо медицинская, это проблема большей частью социальная. Первое. Вот статистику буквально на днях смотрел. 82% преступлений у нас в стране, а именно убийств, тяжких преступлений, происходит на основании употребления алкоголя. Вот только если вдуматься в цифру, 82%. Это сколько людей, если взять, перевести в цифры абсолютные, погибли только в результате совместных злоупотреблений. Это первый факт. Второй факт — это количество хронических заболеваний у алкоголиков. Они постоянно сопутствуют друг с другом. Если алкоголизм, то это хронические заболевания печени, это желудок, это онкология, рак желудка, рак печени — это взаимодобавляющие друг друга вещи. Далее эта проблема связана опять же с преступлениями, но не такими тяжкими, как ДТП, значит, летальные случаи в случае ДТП, это грабежи и хулиганство. То есть алкоголь провоцирует преступления. И преступления чаще всего с летальным исходом. Вот это вот очень сильно печалит. Далее это все, что связано с семейными, скажем так, проблемами, да, вот то, что я говорю, социальная составляющая. Ведь семьи очень много распадаются из-за того, что кто-то из, допустим, родителей, отец или мать, начинают злоупотреблять. Страдает кто от этого? Дети. Дети страдают еще от того, что они еще не родились, но человек, который злоупотребляет, уже заведомо их ставит в положение того, что, возможно, появится ребенок с отклонениями. Это вторая составляющая, то есть до и после. И поэтому алкоголь, он такая комплексная проблема, которую не решить только медиками, там, одними запретами. В нашей стране уже был положительный опыт трезвой жизни. С 1914 по 1925 год в России 11 лет был сухой закон. К чему он привел, можно узнать из трудов врача Введенского. В своем труде «Опыт принудительной трезвости» он приводит статистику по изменениям, которые наблюдал всего через год после введения сухого закона. В Петрограде в августе преступность сократилась на 20%, в Москве на 47%, в Тамбове на 43%, в Туле на 75%, в Костроме даже на 95%. Во всех отраслях промышленности, как мелкой, так и крупной, констатируется повышение производительности труда от 30 до 60%. А вот какие изменения произошли после принятия полусухого закона в 1985 году. С 1985 по 1987 годы продажа спиртных изделий в расчете на одного жителя сократилась в 2,5 раза. В результате принятых мер за эти 2 года на 36% сократилось количество прогулов в промышленности, а производительность труда повышалась ежегодно на 1%, что давало казне 9 миллиардов рублей. Количество преступлений сократилось почти в 1,5 раза. В 1986 и 1987 годах в стране рождалось на 600 тысяч младенцев в год больше, чем в каждом из предыдущих 46 лет. Это такая комплексная проблема, которую не решить только медиками, там, одними запретами. Вот здесь должно появиться что-то. Но чтобы там это появилось, значит, должна быть цель. Человек в основном
алкоголь употребляет, когда ему очень хорошо, Или когда очень плохо. или когда очень плохо. Алкоголь он позволяет, ну не знаю, забыться что ли, или уйти от проблем на определенное время, потом они все равно Вот, появляются. вот ключевое. Это всего лишь на определенное время. Проблема от этого не уходит. И вот когда вот опять же, вот я повторюсь, здесь щелкнет что-нибудь, и когда ты поймешь, что проблему-то ты этим не решишь, проблему можно решить только самостоятельно. Допустим, как можно снять тот же самый стресс? И вот сейчас, кстати, молодежь, и я полностью согласен, она это подтверждает. Можно пойти погулять, в кино сходить, спортом заняться саморазвитием. Сейчас, благо для этого, различные формы есть. Это и вебинары, это и различные дистанционные курсы, это тренинги. Это диалог. Вот у нас диалог отсутствует иногда и в семьях, и в отношениях, и так далее, из-за чего люди потом начинают пить. Какие-то социальные проблемы. Вот нет работы, когда говорят. Но никто же не говорит, что пойди переучись, найди другую работу. Ведь чаще всего проблема-то в нас самих. Я не хочу работать там. Не работы нет, а я не хочу. И вот когда самокопанием здесь позанимаемся, когда мы поймем, что все проблемы-то на самом деле только от нас, может тогда и придет понимание, что и алкоголь — это не решение проблемы. Но ведь алкоголизм это все-таки болезнь. По статистике в России где-то миллион сейчас 300, миллион 400 больны алкоголизмом. И, кстати, миллион ежегодно погибает из-за проблем, связанных с алкоголизмом. Вот это тоже надо не забывать. Как вот с этой проблемой решать? Вы сказали, что запретом решить нельзя, да? Ограничениями, да, чтобы хотя бы подтолкнуть к действию можно, но в основном это только человек сам может решить. Вот ограничили, да, пожалуйста, вот с 2 до 8 у нас в республике можно купить алкоголь. Ну, я вот сколько ребят просто встречал, да, ну, не успели, ладно, сегодня я не буду там пить. Ну, уже же позитивный результат. Он просто не успел в магазин. Конечно, там есть возможности бутлегеры, но этим должны заниматься соответствующие органы. Те, кто пил, те, скорее всего, и будут пить. Ведь это все направлено не на них. Вот эти все ограничения и так далее. Это направлено все на молодое поколение, кто этому еще не подвержен. И результат вот этой работы мы не увидим там через год, через 2 или через 3. Мы увидим это через поколение. Лет 10-15 должно пройти. И вот тогда можно уже какой-то срез сделать и говорить, что модно. Вот вспомни там 90-е годы кинотеатры, они же пустовали. Потом появился тренд. В кино ходить модно. Потом появился тренд курить не модно. Сейчас модно быть здоровым и красивым. Все-таки алкоголь же можно заменить чем-то. Можно. Я уже вот 2 вещи привел. Но это спорт и... Спорт — это или какой-то досуг, увлечение. Допустим, у кого-то это может быть рыбалка, к примеру. Вот я очень люблю рыбачить. И вот я всегда жду лета, чтобы съездить, там, покидать спиннинг, ощутить вот это вот чувство, когда там щука или еще более хищная рыба там хватает, это блеснут, ты ее тянешь. Вот это азарт, вот тот, который есть. Это чтение книг. Кого-то это успокаивает. К примеру, почему нет? Это общение с людьми, благо сейчас у нас никаких границ нет. Сейчас интернет. По всему миру можно общаться с кем ты хочешь, на какие угодно темы. Он открыл границы для возможного общения всех людей. Ну, то есть это уже сам человек должен выбрать и решить. Всегда решает сам человек. Государство должно создать условия для решения. Это спортивные залы, это площадки воркаут, это образовательные программы, которые в школе, в том, что школьники знали о вреде алкоголя. Это работа по пропаганде здорового образа жизни, это информационная составляющая. То есть это вопросы здравоохранения, но надо понимать, что, опять же, здравоохранение здесь борется уже с последствиями, нежели чем с первой причиной. Это ответственность самих предпринимателей. Ведь вот я даже история из жизни, да, когда в Жатае мы принимали решение по увеличению расстояния до торговых объектов. Я тогда был председателем Совета депутатов и подписывал это решение. И ко мне приходили предприниматели и говорили, вот что, мол, ты делаешь, да, ты вот нас лишаешь выгоды. Я говорю, ребята, ну неужели выгода только в том, чтобы продавать алкоголь? Ведь в Жатае, допустим, очень огромное количество тех направлений, которые ниша не затронута. Почему вы не хотите? Мы же даем вам, во-первых, время, да? Мы вас заранее уведомляем. То есть оно не наступает на завтра. Да? То есть у вас есть возможность свой бизнес перепрофилировать и направить на то, что действительно нужно жатайцам. Вот это вопрос социальной ответственности предпринимательства. Да, это невыгодно, конечно, выгодно бутылку продать, да, и там маржу вот такую срубить. Но если подумать это о выгоде в целом для населения,
то это более колоссальный эффект, нежели чем продал, вот эту копейку заработал, там, чисто для себя, но при этом ты погубил другие жизни. Вот об этом надо иногда думать, когда ты решения какие-то принимаешь и занимаешься каким-то бизнесом. Но тем не менее наказание должно быть, потому что, например, за последнюю неделю был РИД, статистику за 3 дня, 60 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Это говорит о том, что люди безответственны. Ответственность у нас падает. У нас считается, что авось нас пронесет, то есть русский авось еще никто не отменял. Да? Ничего, я чуть-чуть выпью, проканает, не заметят. И те, кто вообще просто-напросто, им вот так хочется жить. У нас же свобода в стране, ну вот хоть говорят, что ее нет, но по факту-то вот это мы и видим. И эта свобода порождает порой вседозволенность. И вот здесь вот, да, ответственность должна наступать всегда. И если преступление произойдет, то наказание неотвратимо. Алкоголь всегда наказывает. В той или иной степени, да, может по закону, но в семье, в этих всегда происходят определенные вещи, которые, ну, они отражаются на жизни человека. И многие живут одним днем. Ну, считают, ну вот сегодня жизнь есть, и надо ее сегодня прожить. А что будет дальше, то нет. Я не против, конечно, такой философии, но надо просто смотреть немножко вперед. И для чего ты живешь? Твой смысл жизни. Просто отгулять и помереть, оставить что-то после себя, оставить, чтобы тебя помнили и чтобы тебя потом ценили, приносить какую-то пользу людям. То есть вот надо определиться, чего ты хочешь. Теперь вот 2 жизненные истории расскажу из врачебной деятельности. Вот как раз у нас был случай, молодая, там смерть ребенка малолетнего. Педиатр приходит на вызов, ну, как бы смотрит, все вроде чисто, аккуратно. Ну, констатирует смерть младенца, ну и открывает бутылочку с молоком. Оттуда идет запах алкоголя. Ну, вот она, простая жизненная история о том, как мама для того, чтобы успокоить ребенка, поила его ее молоком с водкой. Результат — это потерянная жизнь ребенка. Это вот семейная драма. Другой вопрос, это опять же касаемо семьи. Отец выпил, повез своих детей, 2. ДТП, дети умерли, отец выжил. Вот как ему потом с этим жить? Вот она, бутылка алкоголя. Вот надо просто подумать немножко, что важнее. Вот и все.